Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В зале исполнительного органа государственной власти района Исмоили-Сомони города Душанбе состоялось заседание рабочей группы с участием представителей туристического и ремесленного сектора в столице. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития отрасли и расширения их потенциала. В целях разъяснения и уточнения положения очередного послания президента Республики Таджикистан Верховному собранию страны об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан района Исмоили-Сомони столицы состоялось заседание рабочей группы исполнительного органа государственной власти города Душанбе. В работе заседания под руководством заместителя председателя города Душанбе Одилзуда Дельбара Рахима приняли участие представители туристического и ремесленного секторов. В ходе встречи депутат Маджлиса Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, а также представители Маджлиса Намояндагон Маджлиси Оли города Душанбе высказали свои мнения и предложения по ключевым положениям послания. Было отмечено, что в своем выступлении президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, уделил особое внимание вопросам социального развития, образования, здравоохранения, культуры, положению женщин, молодежи и развитию спорта. Участники заседания подчеркнули, что послание главы государства является важным политико-стратегическим документом, в котором содержится всесторонний анализ текущих процессов, обозначены приоритеты развития и определены перспективы государства и нации в различных сферах. В ходе обсуждения также была затронута тема принятия закона Республики Таджикистан о статусе учителя и его значимости для развития системы образования, обучению молодежи в высших учебных заведениях за рубежом, обеспечению энергетической независимости страны и рациональному использованию энергетических ресурсов. Кроме того, рассматривались вопросы воспитания подрастающего поколения, защиты культурных и цивилизационных ценностей, нравственного и патриотического воспитания молодежи и подростков, поддержки женщин и девушек, а также повышения их роли и активности в общественно-политической жизни страны. Среди других тем встречи регулирование праздников и обрядов, сохранение культуры, национальной одежды, обращение к историческому наследию, предотвращение утраты национальной идентичности, защита независимости, свободы и национальной безопасности, а также реализация международных инициатив, включая создание Конуна, Центра арийской цивилизации в Душанбе и Международного центра Навруз. В завершение заседания состоялся открытый диалог и сессия вопросов и ответов по обсуждаемым темам. В Душанбе обсудили послание президента, сделав акцент на независимость и воспитание молодежи. Встреча прошла в актовом зале средней школы номер 60 района Сино с участием рабочей группы исполнительного органа государственной власти столицы и с жителями микрорайона 11 Махале Дустимова, Руннахр и Хайотинау. Темой встречи стали положения послания президента Эмомали Рахмона парламенту страны. Представители местного исполнительного органа государственной власти отметили, что документ о направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан подвел итоги 2025 года, определяет задачи на 2026 и задает оптимистичный тон на будущее. Особое внимание участники уделили предстоящему юбилею – 35-летию государственной независимости, который будет отмечен в 2026 году. В связи с этим напомним, что президент предложил объявить нынешний год годом благоустройства, созидания и укрепления национального самосознания. В ходе дискуссии прозвучал призыв к строгому соблюдению законодательства, включая законы о регулировании традиций и торжеств, об ответственности родителей за обучение и воспитание детей. Было подчеркнуто, что в школах и вузах необходимо проводить разъяснительные кампании, предотвращать вовлечение молодежи в экстремистские группы и формировать у подрастающего поколения ценности патриотизма, уважения к родителям и старшим, трудолюбие и следование верховенству закона. По словам выступающих, именно мир, стабильность и верховенство закона создают условия для устойчивого развития страны и повышения благосостояния народа.
В государственном образовательном учреждении лицея номер 2 для одаренных учащихся города Душанбе состоялась научно-просветительская встреча, посвященная разбору и разъяснению послания президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли под названием «Послание наш путеводитель». В ходе мероприятия участники выразили свои мысли относительно развития сферы образования, науки, воспитания подрастающего поколения, патриотизма и национального самосознания. Под названием «Послание наш путеводитель» в государственном образовательном учреждении лицея номер 2 для одаренных учащихся города Душанбе была проведена научно-просветительская встреча. В мероприятии приняли участие гости из Национальной академии наук Таджикистана, преподаватели и учащиеся лицея. В ходе выступлений было подчеркнуто, что послание президента страны является важным стратегическим документом и ориентиром для дальнейшего развития общества и государства. Отмечалось, что в нынешнем послании глава государства подчеркнул: «Мы должны помнить, что будущее государства и нации зависит от поколения образованных и грамотных людей, обладающих профессией и мастерством, просвещенных и культурных, свободных от предрассудков и суеверий, патриотичных и имеющих высокое чувство национального самосознания. Если мы хотим иметь прогрессивное государство, процветающую родину и спокойную жизнь, мы должны стремиться к тому, чтобы наши дети обладали знаниями и навыками. Не следует забывать, что когда подростки и молодежь остаются безграмотными, общество подвержено предрассудкам, суевериям и невежеству, что может иметь ужасные последствия». Также в послании лидер нации отметил: «Нас гордит, что наши доблестные предки-арийцы передали миру язык и культуру, знания и ремесла, богатые гуманистические обычаи и традиции, включая Навруз, а также передовые государственные традиции и вечную цивилизацию. Мы обязаны не только гордиться этим вселенским наследием наших предков, но и овладевать им, изучать, продолжать и передавать будущим поколениям как бесценное сокровище идентичности». В завершении участники отметили, что изучение и применение содержания послания президента страны в образовательных учреждениях создает прочную основу для воспитания осознанного, грамотного и патриотичного поколения. Комитет по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан подвел итоги своей деятельности за 2025 год. Реализация государственных программ, рост объемов строительства, контроль качества объектов и переход к цифровым услугам – об основных результатах работы ведомства в нашем материале. Комитет по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан в 2025 году осуществлял свою деятельность в соответствии с Конституцией страны, отраслевыми законами и поручениями президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. Одним из ключевых направлений работы комитета стало развитие градостроительной отрасли и реализация инвестиционных проектов. С января до декабря 2025 года объем освоенных инвестиций в основной капитал составил более 28 миллиардов сомони, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года. За отчетный период в республике введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью более 2 миллионов квадратных метров, а также объекты социальной инфраструктуры. В их числе общеобразовательные школы на более чем 50 тысяч ученических мест, медицинские учреждения и дошкольные объекты. Особое внимание уделялось вопросам государственного контроля качества строительства. В 65 городах и районах страны проведены тысячи проверок строительно-монтажных работ, по результатам которых выявлены нарушения, выданы предписания и наложены штрафы. Активно велась работа в сфере государственной экспертизы и проектной документации. В 2025 году рассмотрены сотни строительных проектов, большая часть из которых получила положительные заключения. Важным шагом стало развитие цифровых услуг. Комитет продолжает внедрение электронных платформ, позволяющих получать разрешительные документы и проходить экспертизу в онлайн-формате, что упрощает взаимодействие граждан и организаций с государственными структурами. Кроме того, в отчетный период большое внимание уделялось подготовке кадров, международному сотрудничеству и проведению архитектурных конкурсов и выставок, направленных на развитие современной и устойчивой городской среды. Работа Комитета по архитектуре и строительству остается ориентированной на повышение качества строительства, безопасность объектов и устойчивое развитие Республики Таджикистан.
В государственном учреждении Национальный музей при администрации президента Республики Таджикистан открылась выставка, посвященная достижениям победителей республиканского конкурса «Таджикистан Ватани Азизиман». Следующий репортаж по данному поводу. На выставке представлены 37 творческих работ, удостоенных гран-при, а также первого, второго и третьего места по итогам финального тура республиканского конкурса «Таджикистан Ватани Азизиман» 2025 года в номинации «Изобразительное искусство и дизайн». Как отметили в администрации Национального музея, республиканский конкурс «Таджикистан Ватани Азизиман» проводится уже 7-й год под эгидой лидера нации президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Его цель – представление высокой культуры таджикской нации, возрождение и популяризация национального искусства, сохранение традиционных ремесел, а также поддержка и развитие творческого потенциала в сфере музыки, вокального и исполнительского искусства, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного творчества. В 2025 году конкурс проходил в 5 номинациях: композиция, пение, музыка, изобразительное искусство и дизайн. В рамках номинации «Изобразительное искусство и дизайн» участники представили произведения живописи, скульптуры, графики и миниатюры, а также работы в области декоративно-прикладного искусства, графического и рекламного дизайна, дизайна интерьеров и одежды, художественного ткачества и ювелирного дела. Согласно регламенту конкурса, работы победителей финального тура республиканского конкурса «Таджикистан Ватани Азизиман» 2025 года в номинации «Изобразительное искусство и дизайн» передаются в государственное учреждение Национальный музей при администрации президента Республики Таджикистан. На их основе организована масштабная выставка отражения достижений победителей республиканского конкурса «Таджикистан Ватани Азизиман» в Национальном музее, который продлится до 10 февраля текущего года. С целью предотвращения несчастных случаев, связанных с пожарами, сотрудники Главного управления Государственной противопожарной службы города Душанбе проводят профилактическую работу в городских микрорайонах и махалях столицы, в различных учреждениях и организациях, а также в жилых домах. Подробнее об этом смотрите в репортаже наших коллег. Для предотвращения причин и факторов, способствующих возникновению пожаров, Главным управлением Государственной противопожарной службы города Душанбе были организованы рабочие группы, члены которых осуществляют профилактическую и разъяснительную работу. На этот раз такие мероприятия были проведены независимой 26-й военизированной частью Государственной противопожарной службы района Сино. Сначала сотрудникам была представлена информация о сути контрольных и инструктивных мероприятий. В ходе этого мероприятия жителям микрорайонов и махалей также были предоставлены информационные листовки по данной теме. Одновременно в ходе контрольной работы в микрорайоне Испечак района Сино сотрудниками были устранены препятствия на путях движения пожарной техники. Следует отметить, что наряду с другими направлениями деятельности инспекторами Государственной противопожарной службы города Душанбе в различных объектах также усилены контрольные и инструктивные меры. Это связано с тем, что наблюдение и анализ работы сотрудников отрасли показывают наличие несчастных случаев с пожарами в жилых домах, возникших из-за неосторожности жителей и неправильного использования электрических приборов. В дальнейшем соответствующие мероприятия будут проводиться структурами, ответственными за безопасность, под символическим названием «Мухофиза», которые продолжаются во всех структурах и организациях города. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго!